Я Бернияз Варжан, ученица 10 класса школы номер 7, город Аксай. Тема моего проекта «Я выбираю профессию». Как сказал наш великий казахский писатель Габит Мусрепов, красота, порядочность, образованность, чувственность, мужество и мудрость – все это не из собственности человека, а прежде всего в собственности страны и народа. На сегодняшний день статистика детей с ограниченными возможностями не радует. Одна из профессий, которая по воле судьбы стремится к доброй воле детей с особыми образовательными потребностями, это специалист по дефектологии. Вот почему я хочу стать одной из тех, кто работает с такими особенными душами и пробуждает в жизни трепет и согревает сердце. История изучения дефектологии началась с XVIII века. После Великой Октябрьской победы советское государство приняло особое внимание к детям с дефектами. В 1918 году в сферу образования в общегосударственной системе было включено детское учреждение индивидуального благотворительного характера для детей с нарушениями. В 1919 году Совет Народного комиссариата взял на себя работу по делам лечения, обучения и воспитания глухих, слепых, умственно отсталых, а также психически больных детей. В системе специального образования, защиты детей и защиты детских недочетов на съездах и конференциях, организованных в 1920 году, дефектология превратилась в самостоятельную образовательную зону. Так, в 1929 году впервые в стране было создано научное учреждение по изучению проблемы обучения и воспитания детей с дефектами и их подготовки к труду. В Казахстане при подготовке специалистов по специальности дефектология в 1976-1977 годах ТАИГУ имени Абай является главным университетом Казахстана по подготовке специалистов-дефектологов. Дефектология – это термин, образованный сочетанием двух слов. Слово «дефектус» в переводе на латинский обозначает отсутствие или недостаток. «Logis» – это греческое слово, буквально переводится как «учение». Дефектология – относительно молодая профессия. Это возникновение, которое связано с развитием психологии, неврологии, общей и специальной педагогики. Работа дефектолога позволяет ребенку с отклонениями в физическом или психическом развитии жить полноценной жизнью, включаться в окружающий мир, его достижения и ценности. Учитель-дефектолог со специальным образованием поможет родителям справиться с трудностями воспитания и обучения детей. Дефектология делится на 4 области. Это сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия. Сурдопедагогика – это для немых детей, тифлопедагогика – это для детей с низким зрением, а олигофренопедагогика – это наука о воспитании и обучении детей умственно отсталых, умственном развитии. Логопедия – это изучает проблемы образования и воспитания детей с языковыми нарушениями. Что делает дефектолог и каковы их обязанности и ответственности? Участие в коррекционно-развивающем процессе, направленном на профилактику, компенсацию и коррекцию отклонений в умственном и сенсорном развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Углубление обследования детей с ОВЗ с целью выявления уровня умственного и сенсорного развития, структуры специфических нарушений и недостатков различного генеза. Практическое использование в работе с учащимися с органическими возможностями методик апробированного коррекционного развития по преодолению отклонений в развитии сенсорной, интеллектуальной, речевой речи и компенсации нарушенной функциональности. Также это оказание методической помощи и консультирование родителей, педагогов по вопросам отклонения в развитии детей, дифференцированной диагностики умственных, сенсорных нарушений у учащихся и методов и приемов оказания помощи учащимся с ограниченными возможностями. Это известные дефектологи. Это казахстанские дефектологи. Это у нас Сюменова, Намазбаева, Мавкибаева и Умирбекова. Также дефектолог отвечает за жизнь каждого человека, поэтому он должен обладать следующими качествами: активный, простой, надежный, энергичный, воспитанный, вежливый, ответственный, а также умный.
Плюсы и минусы этой профессии. Плюсы. Дефектолог – это востребованная профессия, поэтому очень легко найти работу. Также может надежно помочь проблемным детям. Научно-практическими работами возможно заниматься новой участие в создании диагностических аппаратов, упражнений и других. Это также благоприятные условия труда. Позитив может быть причиной жизни. Профессия предполагает большой карьерный рост. Минусы – это низкая заработная плата, много ответственности, а также психоэмоциональный стресс. Также может возникнуть трудности при общении с детьми, недовольство, нетерпение со стороны родителей, недовольных методами дефектолога. Чтобы стать дефектологом, можно выбрать предмет биология и география. В прошлом году статистика составляла платное обучение 80 баллов, а грант 75 баллов. Это универ, в который вы можете поступить, если хотите изучить эту технологию. Также дефектологи могут трудоустроиться в следующее учреждение. Это школы-интернаты, детские центры, детские сады, санатории, специальные образовательные учреждения, медицинские центры и реабилитационные центры. Полезные карьеры дефектолога. Для дефектолога требуется квалифицированная помощь дефектологов детям и взрослым с ограниченными возможностями. Эта великая профессия дает людям радость и удовлетворение. Также дает людям еще одну возможность полноценно жить. Дефектологи признаются во всем мире самой уважаемой профессией. А заработная плата специалиста небольшая, но помогает людям, нуждающимся в особом внимании. Заключение. В последнее время резко возрастает число детей с тревожными диагнозами аутизм, ЦПР, ЗРР, Дауна и другие. Специалист по работе с этим особенным ребенком – это дефектолог и логопед. Профессия дефектолога предполагает изучение сразу нескольких наук – это медицины, педагогики, психологии, социологии и другие. Одна из причин, по которой так много людей предпочитают изучать этого специалиста, заключается в том, что он помогает, что он требует большую потребность. Специалист-дефектолог, который пробуждает чувство уважения и благодарности, направлен на помощь людям, является одним из востребованных профессий. Спасибо за внимание.